по решению главы нашей республики и правительства республики генофондное казенное предприятие Якутский скот. И мы будем иметь 7 филиалов, то есть это будет в Амгинском, Горном, Верхневилюйском, Вено-Батантайском, Намском, вот где сегодня находимся, и у нас, соответственно, Сюльдюкар. От совхоза новый Сюльдюкар к нам перешел, и перспективы у нас еще отдадут конезавод имени Степана Васильева в Нюрбинском районе. Но основная цель, задача это у нас сегодня, которая стоит перед нашим предприятием, это прежде всего вывести из исчезающего вида породу якутской коровы. Это очень непростая задача, то есть у нас должно быть дойного стада чисто коров 1000 голов. Поэтому до 2024 года мы должны достичь этого рубежа. Предприятие сегодня казенное предприятие, мы имеем 81 штатную единицу. На базе существующих переименовали казенное предприятие. У нас добавили это прежде всего Сюльдюкар отделение. Поэтому в прессе тоже пишут, что, мол, создали специальное предприятие, когда идет сокращение. Отнюдь не так. Это в целях подписания соглашения между акционерной компанией «Алроса», правительством республики, отделение Сюльдюкар, новое создаваемое отделение. Ну, задача непростая. В этом году мы буквально в марте месяце должны довести до поселка Сюльдюкар 150 голов якутской породы, соответственно, довести до 200 голов, сделать маленькую переработку, плюс у нас в Сюльдюкаре будут тоже лошади, порядка доведем до 150 голов, соответственно, люди должны быть трудоустроены, зарплату должны иметь, соответственно, отделение тоже должно зарабатывать себе средства на дополнительные, чтобы развиваться. Ну, хотелось бы сказать, чтобы сегодня, обращаясь к депутатам народным, у нас все-таки закон очень устарел о якутском скоте. Прежде всего мы планируем, хотим, предварительно Андреем Михайловичем у нас договоренность есть с Находкиным. В марте месяце, в конце мы проведем, это будет парламентский час или парламентское слушание, возможно правительственный час или круглый стол. В каком формате оно пройдет, мы соберем всех сегодня больших специалистов, науки, энтузиастов, общественной организации, которые сегодня работают вокруг породы якутской коровы. Действительно, с этого должны начать и принять планы, перспективы на то, чтобы поднять производство в данном направлении, сохранить скот. Для нас особенно сегодня важно укрепить материально-техническую базу. Это получается, что дополнительные затраты года на 2-3. Соответственно, материальная база у нас устарела. Здесь должны мы поставить коровники в том же Кустуре Вено-Батантайского, Сюльдюкаре. У нас должны быть коровник в Магарассах Горного района, Онкою и Саилыки. Соответственно, должны быть маленькие цехи переработки кое-каких отделениях масла, молока. Соответственно, потом мы должны еще выйти на уровень мясопроизводства, но это не за горами, но тем не менее нужно время. Поэтому я очень надеюсь на то, что сегодня поездка наших специалистов нашего предприятия совпала с участием Юрия Михайловича Николаева, депутата Госсобрания от Мирнинского района. Действительно, отделение Сюльдюкар сегодня он взял под свое кураторство. И мы сегодня должны подобрать 50 голов, которые в марте повезем в Сюльдюкар. Ну, добрый путь нашему новому предприятию и очень большая надежда на депутатов Госсобрания.